Господи, смилуйся. Божечественное прежде вознесение, Божечественное прежде вознесение, Божечественное прежде вознесение. Благодарный весом слушатель грехов правды, то всюду присутствует, все наполняешь, скажет, собираешь, западавший, прийти поселись на всячественность, свою благо и зло для души наших. Слава душам Господу, избегай своих людей, слава душам Господу, избегай своих людей. Господи, отчини моего сна, моего сна, почните вышать голодно. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Господи, покой Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой извышения в избавлении душ наших Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церковь, возъединению всех Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святую святую церковь тех, что с верою, пошаной и страхом Божьим воходите, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего сусветного бискупа Франтишка Папуринского, достойного архипастора нашего кардинала Леонарда, велебного отца нашего архимандрита Сергея, почестных святород Якова, крестил всю духовенство людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом стяженную Украину нашу Беларусь, рад належный владу весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в пробываниях и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, за верных людей, что живут в ней, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье и богатый урожай плодов земных, за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников по морю, земли, по ветру, за недужих, тех, что терпят, за зневоленных избавлений, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За слугу Божих Ивана, Зинаиду, Кирилла, Проскою, Егора, Сидора, Василия, Ростислава, Дарину, Александра, Анатолия, Тамару, Эму, Надею, Святора Виктора, Сергея, Владимира, Александра, Людмилу, Галину, Виктора, Ядвигу, Марею, Генуэфу, Петрунелю, Юзефу, Александру, за благословенность упокоить вековым были пробачены все правильные, вольные и межвольные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как навывается до всякого гневу, сумму недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, славы, стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши наисвятую, всячествую и благословенную, славную владарку нашу Богородицу, за всюду Деву Марию всех святых, сами себе один одного и все житие наше Христу Богу отдаймо. Богу належится всякая слава, пошана и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь за всюду и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благослови Господи, благослови душа моя Господа, и вся моя, хай славит Тебя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай
все добродейство Его. Я начищаю совершенство Твое, я оздоровляюсь немощи Твое. Щедрый Бог и милосердный, долготерпеливый богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все утро мое, хай славит Тебя святое Его. Благословенный Ты, Господи. Яще усупокой Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, жалься, збави, стяжи нас, Божа ласкою Твоєю. Господи, змилуйся. Воспомянувши на святую всячистую и благословенную славную владарку нашу Богородицу и отсюда Деву Марию всех святых, сами себе один одного и все житье наше Христу отдаймо. Тебе, Господи. О Твоей сдержавой Твою владарскую силой и славой Отца и Сына и Святого Духа теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, разосажится моя, буду хвалить Господа, буду в песнях славить Бога моего, покой буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Одинородный Сын Слова Бога, Ты несмиренный, Дева наша Господиня, захотел принять тело, Отца моего Богородицы, завсюду Девы Марии, и не разглаши измены человеком. Ты был предаванный Христе Божьей смертью, снишивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, равным славою Отцу и Святому Духу слава. И яще усупокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збави, стяжи нас, Божа ласкою Твоєю. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую всячистую и благословенную славную владарку нашу Богородицу и завсюду Деву Марию всех святых, сами себе один одного и все житье наше Христу Бога отдаймо. Бо Ты добрый человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Ублагодарствуем, вспомни нас, Господи, что счастливые Богие Духом, молит Господарство небесное, что счастливые Ты, что должность, моя весом тешится, что счастливые Тебя, моя открывает заспаченную землю, что счастливые лишь моих голод и смогу справедливости, моя насытятся, что счастливые милосердные, моя неизведает милость, что счастливые чистые сердцем, моя любовь Бога, что счастливые миротворцы, моя
будуть зваться синами Божими. Счастливые ты, кого переследуют за правду, молит Господа Царство Небесное. Счастливые вы, коли воскрыты тебя следуют, и кажете всякую неправду на возделе меня. Радуйтесь и тешьтесь, бо благорода ваша в небе великая. Мудростью станьте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, с Богом святым Хай веселится небо, хай радуется земля, бо Господь показал моц руки своей, смертью знищивши смерть, и Он первенец мертвых, нас выбавил с пекельной бездни и даровал свету богате своего смилования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты воскрес могилы, уся добрый, и нас вывел с воротов смерти, а там сегодня радуется и тешится Эва, а с ними все патриархи и пророки неоспылно славят, велич Божкой лады Твоей. Теперь завсюду на веки веков. Аминь. Покупка Христия беззаконная, Подавится на просадница мирная, Веровайте молитвами грешника, Мария добрая, спешно приди на подмогу нам, это я причался берега, ложи будка молитвы, откликнися на просьбы Богородица, надежная заступница ты, что жалует землю. Молодые, святый Боже, наши Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу Теперь завсюду и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый Боже, святый Будьмо уважливые миру сим. Мудрость. Спевайте Богу нашему, спевайте.
Спевайте, удару нашему, спевайте. Спевайте, удару нашему, спевайте. Спевайте, удару нашему, спевайте. Пусть все народы пляскайте в довольне, воскликните Господу радостным голосом. Спевайте, удару нашему, спевайте. Спевайте, удару нашему, спевайте. Спевайте Богу нашему, спевайте. Спевайте, удару нашему, спевайте. Мудрость. Зарегулировано послание святого апостола Павла читание. Слухаймо уважливо. Вызволившись от греху, вы сродились рабами праведности. Держу поводле разваги людской, деля немощи плоти вашей. Як продавали вы челюсти ваши в рабство нечистости и беззаконию, надеи беззаконные, так зараз отдайте челюсти ваши в рабы праведности, надеи святые. Бо коли вы были рабами греху, так были вольные в праведности. Який ж плен ви мали тоді? Які дії, яких сьогодні самі соромієтеся, бо конець їхній смерть. А сьогодні, коли визволилися з греху і стались рабами Богу, плен ваш есть святость, конец життя вечное. Бо расплата за грех смерть, а дар Божий життя вечное в Христе Иисусе, Господе нашем. Мир да читальник. И Духу Твоему. Мудрость. Аллилуйя, аллилуйя. На Тебе, Господи, сподеюся, хай не посоромися ніколи. Будь мне оборонной стеной, беспечным пристанищем, где б я мог снести избавление. Мудрость, устаньте, будем слухать Святое Евангелие, миру сим. Читание Святого Евангелия по воле Матвея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. У той час увайшов Ісус у Капернаум, і подійшов до його сотник і просив його, кажучи: Господи, слуга мой лежить дома спаралізований, моцно покутує. Ісус каже йому: я прийду і оцелю його. А сотник сказав йому отказ: Господи, я не вартий, как ти увайшов под мой дах, але скажи тільки слово, і виздоровіє слуга мой. Бо і я чоловік подуладний, але маючи у собі подначалених мне воїнов, кажу одному: іди, і іде, і другому: приди, і приходить, і слузі моєму зробі гета, і робить. Почувши гета, Ісус здивився і сказав тим, що йшли за їм: правду кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що многие з усходу і з заходу прийдуть, и узлягут за Авраамом, Исааком и Якубом у володарстве небесным, а сыны володарства будут выкинуты в темру знешнюю, там будет плач и скригот зубов. И сказал Ісус сотнику: иди, и як ты верил, нехай будет тебе, и выздоровел слуга его в тую ж годину. Слава Тебе, Господи, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сідайте, коли ласка.
Дорогие братья и сестры, сегодняшнее Евангелие распавядае нам про чарговое ацаленне, и мы ведаем, что ацаленне ў гэтым Евангелии шмат, и мы неодноразово говорили, что кожное деяние Христа, описанное в Евангелии, является не просто неким чудом, але еще так само знаком, які про нечто нам рассказывает, які нечто нам тлумачит, и открывает нам некие правды веры, якія были важные и в той час, коли жил Христос, и важные для нас сегодня. И глядите, вот это сегодняшнее ацаленне слуги сотника, яно мае глубокий сенс и у историчной перспективе для того часу, коли Христос пришел, коли Христос проповедовал, и для нас сегодня. Христос ацаляе слугу сотника. Для нас, как бы, это выпадок таки, широковый. Христос шмат кого ацалял. Але на той час, я думаю, что это была такая певная нават революция. Бо ось приходит до Христа сотник. Сотник чего? Сотник римского войска. Значит, римский офицер. Офицер оккупаційної армії, якая на той час захопила Ізраїль, і якая была вельми ворожа сприймалася ізраїльтянами. Праз некалькі десятигоддзяў пасля Христа габрэі падымалі два вялікіх паўстанні, падчас якіх быў знішчаны Иерусалим, і там амаль быў знішчаны габрэйскі народ у Ізраілі, але толькі застаўся той, які быў там на эміграцыі. І вельмі ворожа ставіліся габрэі і ў часы Христа, і трошки там да Христа, і пасля Христа да вось гэтых рымлянаў, якія занялі іх краіну. Бо рымляне гэта былі не просто народ, гэта быў не просто чарговы народ, які прымаў уладу над габрэямі. Рымляне былі язычнікі, і для габрэяў гэта была ганьба. Бо габрэі лічылі сябе вышэйшымі за іншыя народы, бо маюць больш дасканалую веру ў адзінага Бога, адкрыццё адзінага Бога. А ўсе тыя народы, якія пакланяюцца якія маюць шмат Божа, якія пакланяюцца шматлікім багам, якія пакланяюцца багам язычніцкім, для іх это былі некія ніжэйшыя народы. І мы говорили з вами так само неаднаразова, што габрэі чакалі прыход Месіі як нейкага палітычнага ўладара, які дазволіць габрэям панаваць над усімі гэтымі народамі. Але вось адбываецца нешта такое, што ў габрэйскую псіхалогію не ўмяшчалася на той час. Язычнікі пануюць над габрэямі. Тыя, хто верыць неправільна, тыя, якія не шануюць адзінага Бога, пануюць над тымі, хто верыць правільна, хто шануе адзінага Бога. І таму гэтая армія яшчэ была такая непрымальная, і гэтая ўлада была непрымальная для габрэяў, таму што яна была, язычніцкая гэтая ўлада. І, адпаведна, сотнік гэта быў прадстаўнік гэтай улады, чалавек, які вось гэтую уладу ажыццяўляў у Ізраілі, і ён успрымаўся варожа. Але тым не менш ён мае адвагу прыйсці да Хрыста і прасіць яго аб ацаленні. І ведаеце, што мне ў гэтым Евангеліі асабліва кранае, што нават аб ацаленні не нейкага там, не ведаю, кума, брата, свата, жонкі, дачкі, тых людзей, якія блізкія, а проста слугі свайго. Слуга на той час, у тыя часы рабаўладальніцтва, гэта можа не раб, бо слова слуга тут у нас у нашым перакладзе выкарыстоўваецца, хаця не ведаю, як у арыгінальным тэксце, але гэта, нехта ніжэйшы за яго, нехта пра каго не варта клапаціцца. Што значыць слуга? Захварэў, памёр, взялі іншага слугу. Але тым не менш для гэтага сотніка гэты чалавек, які у той час не заўсёды лічыўся чалавекам, ён мае важнае значэнне. І вось гэтае такое чалавекалюбства гэтага сотніка, яго як бы так выпівае з шэрагу ўсіх там гэтых акупантаў, вайскоўцаў, афіцэраў, якія, напэўна, на той час былі больш жорсткімі, менш прыхільнымі для звычайнага чалавека у Ізраілі, чым вось гэты чалавек. І зноў жа тое, што больш за ўсё нас кранае, нам паказана ў Евангеліі, евангеліст нам адкрывае гэта вера гэтага чалавека, які не просіць Хрыста нават не прыходзіць да яго ў ягоную хату, пад ягоны дах, але просіць проста словам ацаліць таго хворага, які у яго, вось гэтага слугу хворага, які у яго там пакутуе ў доме.
Для нас таксама гэта не зусім зразумелы эпізод, таму што для нас нічога дзіўнага. Мы молімся да Бога. Звычайна, калі ёсць нейкая праблема, ёсць нейкая хвароба ў нас ці ў блізкіх, мы просім Бога пра ацаленне, але нейкага фізічнага кантакту у нас няма з Богом. Бог не прыходзіць, не ацаляе чалавека. Мы прывыклі да таго, што гэтае ацаленне адбываецца неяк так завочна. Але ўявім сабе, напрыклад, што мы звяртаемся да лекара, і ён нас лечыць завочна. Для нас гэта неяк так дзіўная, непрымальная такая сітуацыя. Напрыклад, не ведаю, мы пазванілі знаёмаму лекару і сказалі яму, што вось у мяне там такія праблемы. Добра, калі нейкія праблемы, якія нас не асабліва турбуюць, то, можа быць, мы яшчэ і такую нейкую тэлефонную кансультацыю ўспрымем. Але калі гэта нас вельмі турбуе, вельмі палохае, наша нейкая хвароба, уяўная, скажем так, хвароба, бо пра сапраўдную, канешне, пры сапраўднай хваробе з сапраўдным лекарам павінен быць контакт. Але нас турбуе нейкая хвароба, нас турбуюць нейкія праблемы са здароўем. Мы звоним нашаму знаёмаму лекару, і ён кажа: у цябе радавы выпадак, пайдзі купі такія лекі, нічога страшнага. Для нас гэта так будзе не зусім зразумела і абуральна. Нам трэба контакт, каб лекар паглядзеў нас, каб ён сказаў пра нейкую хваробу. У старажытным свеце гэта было яшчэ больш выразна бачна, таму што нават да цудатворцы, калі людзі звярталіся, дык трэба было, каб ён усклаў руку, зрабіў нейкі знак, памазаў глінай ці яшчэ чымсьці, і тады будзе ацаленне. А тут сотнік кажа: не, дастаткова маёй веры, дастаткова таго, што ты скажаш, і ён будзе ацалённы. І бачыце, гэта такая рэвалюцыйнасць сённяшняй сітуацыі ў Евангеліі, і яна паказвае, па-першае, веру чалавека, па-першае, тое, што шмат што залежала ў гэтай сітуацыі, у гэтым выпадку ад таго сотніка, ад ягонай веры, ад таго, наколькі ён даверыўся Богу, а другое, наколькі для Бога не было тое, што я казаў, афіцер акупацыйнай арміі, чалавек чужы, чалавек варожы. Але для Хрыста няма гэтага адрознення. Ён робіць тую просьбу, выконвае тую просьбу, якую яму прадставіў гэты чалавек. Ён не зважае на нейкія акалічнасці, ён не зважае на аблічча гэтага чалавека, ён не зважае на тое, што гэты чалавек на тыя ярлыкі, правільней было бы сказаць, якія былі пастаўленыя на гэтага чалавека. Ён глядзіць на ягоную веру, ён глядзіць на ягоную шчырасць сэрца і ацаляе яго. І бачыце, дарагія браты і сёстры, для нас сённяшняе Евангелие гэта, я думаю, такая вялікая заахвота самім давяраць Богу, давяраць Хрысту, што таксама ў нашай жыцці ёсць нейкія сітуацыі, калі нам трэба Хрысту даверыцца, калі нам трэба, магчыма, папрасіць яго пра нейкае вырашэнне важных спраў для нашага жыцця, прыняцце нейкіх важных рашэнняў, ацаленне хворых, дапамогу ў нейкіх праблемах нашых. Тут дастаткова веры. Мы бачым, што сённяшняе Евангелие нам гаворыць: верце, давярайце Хрысту, і вы гэта атрымаеце. І глядзіце, яно гаворыць, што вы атрымаеце гэта незалежна ад таго, кім вас лічаць ці кім вы сябе лічыце. Магчыма, хтосьці лічыць нас грэшнікам. Магчыма, мы з пункту гледжання нейкіх больш праведных людзей мы грэшнікі. Магчыма, мы самі сябе асуджаем і лічым сябе грэшнікамі. Кажам: так, я чалавек грэшны, я чалавек нягодны, я чалавек зусім не той. Я не хожу кожную нядзелю ў царкву, я не ставлю свечкі дзесяткамі, таму Бог мяне не чуе і не бачыць. Магчыма, я хожу ў царкву, магчыма, я ставлю свечкі дзесяткамі, але я раблю нейкія грахі, я раблю нейкія рэчы, якія мяне турбуюць, якія мяне непакояць, якія я ведаю, што яны не згодныя з Евангеліем. І, напэўна, з-за гэтага Бог на мяне коса глядзіць, з-за гэтага я яму не падабаюся, з-за гэтага ён мяне асуджае. Не. Сённяшняе Евангелие нам гаворыць: сотнік прыйшоў з вераю, прыйшоў шчыра, папрасіў Бога тады, калі яму трэба было, аб ацаленні таго чалавека, які не зусім нават на той час і лічыўся чалавекам, але яму трэба было гэта. Яму трэба было, бо ён любіў гэтага чалавека, бо ён цаніў гэтага чалавека. Тым больш Христос любіць і цэніць нас.
І не глядячи на те ярлики, які, може бути, ставить нам громадство, ті ми самі собі ставимо, на те, що ми лічимо себе недостатково віруючими, недостатково праведними, і Він нас любить все равно і виконає наші просьби. Тоді, коли це буде для нашого добра. Конечно, так, коли это будет для нашего добра. Тому давайте верить, давайте доверять Христу, давайте будем щирыми перед Ним и щирыми перед собой. Так, конечно, у нас есть грехи и недохопы, и про это мы повинны змагаться. Я не захочу тут нас тривати у наших грехах и верить у то, что я грешный, Бог меня все равно любит. Ні. Грешний, я змагаюся з грехом, але це не завсюди отримується, не завсюди мені хапає сил, не завсюди хапає мені мужності, мудрості, як перемогти грех. Це не значить, що Бог за цього мене не любить. Бог мене любить, який я є. Бог вислухає мою просьбу і довіряє мені. Просто моя боротьба з грехом – це відказ на його любов, відказ на його вірності, довір до мене. Тому, дорогі брати і сестри, довіряємо Богу. І ще, я думаю, що варто сказати сьогодні так само про те, що вокруг нас так само є люди, яким ми, може, вішаємо ярлики, так як габреї вішали ось цим римським офіцерам ярлики, слушні чи неслушні, бо я думаю, що шмат було у той час так само тих римських сотників у Ізраїлі, які справді були ворогами, справді були пригнітальниками, справді були злодіями, рабовниками і так далі, і так далі. Але серед них знайшовся один вірний. Тому так само серед тих людей, які, може бути, нам здаються ворожими віри, не християнами, грешниками, не ведаю, п'яницями, якими-небудь там розпусниками, чи ще кимсь, чи просто ми їх осуджаємо за їх поводини. Є, може бути, один сотник, який вірить, який довіряє. І нам треба мати відкриті очі, щоб побачити серед тих, на кого ми ставимо який ярлик, бачить того чоловіка, який справді інший, який вірить. Нехай Господь відкриє нам для цього очі, дасть нам віру і умацує нас у любові. Амінь. Скажем все разом, до сія думки наші скажем. Господи, змилуйся! Господи, всемогутний Боже і Отцов наших, молимся Тобі, бачу, нас і змилуйся. Господи, змилуйся! Змилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тобі, бачу, нас і змилуйся. Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Яще молимся за святого отца нашего, сусветного епископа Франтишка, папу Римского, достойного архипастора нашего, кардинала Леонарда, великого отца нашего, архимандрита Сергея, и всех у Христе, братов наших. Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Яще молимся за Богом стяженную краю нашу Беларусь, рад належной влады увесь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью випробування и верность своему народу всех нас. Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Ще молимся за братов наших, святоров, диаконов, монахов, всех братов и сестров наших у Христе. Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Ще молимся за годных памяти засновальников этой святой церкви, за всіх ранее дошовших отцов, братов наших, які тут і на кожному іншому місці спочивають. Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Ще молимся Тобі, Господу Богу нашему, как Ты почув голос молению наших, и змиловался над слугой Твоим Александром, наполню его лаской Твоей до исполнения всех ягоных просьб и добрых намеров. Пробачь ему все провины вольные и межвольные, дай, как ягоные молитвы были приемные перед посадом славы Твоей. Захвай его до всякое счастья, беды и напасти, даруй ему здоровье и долго и жить все, просим Тебя, почуй нас и смилуйся. Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Господи, змилуйся! Ще молимся за доброчинцев в этой святой церкви, за тих, що приносять дары, працюють і співають, і за всіх тут
присутних людей, які чекають от Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Мудрость, страх мой, будучи заусюди, когда повою Твоей могутной влади Тебе славу отдавая Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и заусюди, и на веки веков. Аминь. Мы что брали спаса, мы что брали спаса, Святого Отца нашего Сусветного Бескупа Франтишка Папу Римского, достойного архипастора нашего кардинала Леонарда Велебного, Отца нашего архимандрита Сергея, почестных святород диаконов Христе, Духом стираженную Украину нашу Белоруссию, весь белорусский народ, засновальников, доброшинцев этой святой церкви, вас и у всех правоверных христианов, хай вспомнить Господь Богу своим володарстве на все часы теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Как нам принять на Руси, яко невозможно соображать, ангельские силы. Аллилуйя, Наполним молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. Принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церковь всех, что с верой, пошаной и страхом Божьим воходят и Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, за яким благословенный Ты, Твой сей святый добрый животворчий Дух теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Миру сей. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троица единосотная, нераздельная. Верите, веры в мудрости, будьмо уважливые. Возлюбленного Отца всемогущего,
небесами, и взошел на небо и садить по правой руце Отца. И забытился высадить живых мертвых, и его водорству не возродятся. Веру в Духа Святого Господа Животворчего, яки рейца походить, якому належится поклонение слава, разом с Отцом и Сыном. Я не говорю про пророков, единую святую повсюдную апостольскую церковь, воздаете вознаграждение врагов, шагая во спасение мертвых, и життя будучого веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом важного святое пирование в мире приносить. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут с усими вами. Возьмем у гору сердце наше. Подякуем Господу. Ложную песню пьют, уствикаючи, припеваючи и кажучи. Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится, для отпущения грехов. Идите, съели все, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается, для отпущения грехов. Приносим Тебе Твоя Твоих, деля всех и за всю. Молимся
Особливо за наисвятую всечистую, неблагословенную славу и владарку нашу Богородицу и заусюды Деву Марию. Доставляется Богу, совершенствует Тебя, Богородицу. Вечно благословенная, безобидная Матерь наша. Божья Божья забородила, и беспорожденным славную засородила, что за положение воспродила Богослова, Ясная Богородица, Тебе благословенная. Нас, первшу вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусветного бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора нашего, кардинала Леонарда, и ревного Отца нашего, архимандрита Сергея, заховаили святой Твоих церковь, упокой целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как яны могли верно научать нас слов Твоей правды. И дай нам одними устными, одним сердцем славить и выхвалять Твое почестное и величное имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусюды и на веки веков. И хай будут милости великого избавцы нашего Иисуса Христа за всеми вами. Вспомнивши всех святых яще в супокое Господу помолимся. Господи, смилуйся. Принесенные и освяченные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный охвярник, как бы слово и духмяность духовную, послал ему взамен свою Божскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Нам выбавиться от всякого гневу, сумму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, ради нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Славу весь этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешным, Господа просим. Дай нам, Господи. Голос спокою верного наставника, опекуна души телом наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Прощение, отпущение грехов и провинам наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой весь свет, у Господа просим. Дай нам, Господи. Отдалейший тяг життя нашего, супокой и покаяние провести, у Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего безбольного, бездокорного, спокойного и доброго, отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши единство веры и сумольности Духа Святого, сами себе один одного и все житье наше Христу Богу отдаймо. И израби нас достойными владару, с полным довером, без осуждения, сметь вертаться до Тебя, Бога Небесного, и Отца, и казать. Святися имя Твое, приди благодарством Твое. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня. И отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла.
Руси, и Духу Твоему. головы ваши Господу схилите. Лаской, милосердностью человека людства, мать народного Сына Твоего, за яким благословенный Ты, Твой сей святый добрый животворчий Дух Тебя первый за всё и на веки веков. Аминь. Боже, святый, загрешным, святым, святым, грешным, Боже, святым, грешным, Будьмо уважливі, святі речі для святих. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, сярод яких я самый перший. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь о Тебе, сжалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, якие я зробила словом и учинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуджения принять Твои святые тайны для опущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не здраджу ворогом Твоим тайны и не дам поцелунку, як Юда, але я разбойник, вызнаю Тебе. Вспомни меня, Господи, о Твоим благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуджение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою, любовью подходьте. Благословенный тот, кто приходит в имя Господне. Господь Бог и Израиля страна. Тело Христово примите. Збав Боже людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивого славу, прийняли Духа
веков. Аминь. Хай наши мысли будут исполнены правды Твоей, Господи, как напьют славу Твою. Благослови нас достойными быть удельниками святых Твоих мостных, беспородных и животворных тайн. Заховай нас у Твоей святости, как на уязвимом ужасе Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отрывавши боские, святые, всечистые, несмертные, животворчие, страшные, Христовые тайны, достойно подякую Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, сбавись, стяжи нас Божу ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как это весь день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, сами себе один одного и все житье наше Христу Богу отдаймо. Бог и освящение наше Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и заусёды и на веки веков. Пойдем за миром. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, яки благословляешь Ты, что благословляют Тебе, свячаешь Ты, что складают на Тебе надею. Избав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховай у целости церкву Твою, святи Ты, что любишь красу дому Твоего. Ты их услал Твою Господи силой, не покинь нас, яки сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належным владам нашим и всем людям Твоим. Бо всякое доброе дарение и дар досконало заходит сгорает Тебе, Отца светла. Ибо Тебе славу, подяку и поклонение отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Всемогутный, спрадвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, или хочешь, каб он навернулся и жил. Ты послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, яки нам наказал. Шукайте, изнойдите, грукайте и отчиняйте вам. Да Тебе преподаем с крушливым сердцем и со слезьми молим Тебе. Не суди нас, али милостиво, отверни от нас праведных гнев Твой, отдай небеспечную хворобу, что в этот час наведала род людский. Змилуйся над нами, Господи, покажи нам свою милосердность, избав людей Твоих, нехай живут здоровые по воле Твоих приказаний, и прославляют имя святое Твое. Заховай избав от хворобу все города, вёски и местины нашей краины. Змилуйся и наведай Ты, кто терпит от этой немочи. Подыми их с ложа хворобой, дай им здоровье души и тела. Души ж Ты, яки от этой немочи правой веры и надею воскресения ужасу почили. Супокойся святыми Твоими там, где нема ни гора, ни суму, ни смутку, а лежит все бесконцее. Молитвами на Святой Богородицы и завсёды Девы Марии, заступництвом святых бестелесных силов, и ангелов, оховников, лаской человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и кому належит вся пошана и хвала, с беспошатным Отцом, и святым добрым и животворчим Духом теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господне благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне благословенное, Благословение Господне, хай будет на вас ласка Его, человеколюбством на все часы теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе, Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки
Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Христос, правдивый Бог наш, яки воскразуми мертвых молитвами вся чистая своя Мати, святых славных и водных похвалы апостолов, мир святыми отца нашего Яна Златоуста, арцебископа Константинопольского, святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, мир святыми отца нашего Кирилла епископа Троицкого, святой Мати нашей Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси, и всех святых заступников белорусского народа, святых и праведных Бога и Цойки, моих Анны и всех святых, а измилуется над нами, избавить нас, бо Он добрый и человеколюбец. О Твою милосердность предаем, Богородица, Дева, моления Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Дякую Тобі, Господи Боже мой, що Ти не обділа мене грешними, але полічив варто безземної Твоєї святості. Господи Иисусе Христе, Боже наш, хай Твое святое тело будет мне на житье вечное, и Твоя почестная кровь на отпущение грехов. Хай эта Господяка будет мне на радость, здоровье и потеху, а в день страшного Твоего другого прыста
Зраби меня грешного, годным стать праворуч славы Твоей, молитвами всячистой Твоей Мати и всех святых. Аминь. Амінь. Дорогі брати і сестри, присядьте на хвилинку, послухайте парафіяльні обвістки. Що дотичить набоженства на гэтым тижні, то, як і на минулым тижні, з понеділка по п'ятницю о 18 годині, в неділю о 10 годині. На що звернуть увагу? У понеділок, 29 червня, у нас припадає свято святих апостолів Петра і Павла. Гэта хоць не одно з 12 великих святов, але так само ушанованное свято, тому запрошаю. Як ви говорите? 29 понеділок. Понеділок. Ну ось. У понеділок, 29-го, літургія, о 18 годині, святочна літургія. Усіх, хто має можливість прийти в церкву, запрошую. Хто не має такої можливості, закликаю молитися вдома. У авторок свято собору 12 апостолов 30-го, у авторок 30 червня свято собору 12 апостолов. Это уже такое меньшее свято, коли мы узгадуємо агулам усіх апостолов. Ну і запрошую, коли хто має можливість так само прийти в этот день на літургію. Запрошую так само прийти на літургію другого, це у четвер. Свята ніякого не припадає, у принципі, ні для кого, окромя одного чоловіка, на якого в цей липенський ранок для інших, звичайно, напевно, нейкая моц незвичайна на мне спочила несподівано, так як писав поет Ян Твардовський. Гэта гадавіна 15 моих свячанняў, тому запрошаю, хто мае магчымасць перажыць тут разам літургію, хто не мае такой магчымасці, прашу пра малітву гэты дзень за мяне, тому что дзень для мяне такі важны і такая гадавіна ўжо даволі круглая. Вось, неяк так неспадзявана 15 гадоў прайшло. Вось. У іншыя дні, звычайная літургія, хто мае магчымасць, прыходзьце, маліцеся. У неділю, як звычайна, о 10 године, і неділя, паколькі это будзе першая недзеля месяца, то у нас будзе ружанец. Ці ёсць яшчэ якія пытанні, дадаткі, дапаўненні, то тады павіншуем наших іменіннікаў. Не на гэтым тыдні, а нават проста сёння. Так, у нас 3 амаль дні народзінаў. У сённяшні дзень мы святкуем дзень народзінаў нашага прислужника Панамара Валерия Рукши. Ён на самоизоляции, але мы передаем ему привітанне. Так само ягонай жонки Элі, яны ў адзін дзень нарадзіліся. І так само сёння дзень народзінаў нашай парафіянкі Уляны Шаўцовай. Яе так само шчыра віншуем. Добрадзейнае, мірнае жыццё, здароўе, збаўленне ва ўсім госцям добры. Дай, Господи, славнай Валерію, Элеоноры і Уляне, захавай іх на многія леты. Многие леты, многие леты, Дякую всім за супольную молитву. Развітваемся з тими, хто глядзеў нас онлайн. До сустрэчы праз тыдзень. Слава Ісусу Христу! Аминь.